реакцию ожидает Совет при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. До конца октября будет сформирован новый состав. Обсудим результаты и предстоящие планы вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Владимир Барабаш, председатель СПЧ. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью. И давайте начнем разговор с обсуждения встречи с главой республики Радием Хабировым, которая состоялась. Да, что для вас было важно во время этого разговора? Но на самом деле, наверное, наиболее важным было то, что Ради Фаридович высказал, подвел итоги работы вот этих 2 лет. И те слова, которые он адресовал и составу целиком, и персонально отдельным членам Совета, те теплые слова, и то, что общий итог получился, что те цели, которые ставились перед Советом, достигнуты, наверное, это самое ценное было. Угу. Как вы можете оценить взаимодействие с Радием Хабировым? Все-таки он также участвует и в заседаниях, да, за эти 2 года. Но все-таки надо понимать, что это же не просто Совет по правам человека, это Совет при главе республики по правам человека. И основная задача – это анализировать текущее состояние с различными сферами прав человека и давать рекомендации руководству республики, главе республики, как возможно подправить ту или иную ситуацию. То есть мы не являемся органом, который исполнительная власть, законодательная власть. То есть мы не пишем законы, мы не следим за их исполнением именно как административная единица. Наша задача быть независимыми наблюдателями, не подконтрольными, не входящими в вертикаль. Те, которые честно скажут, что уважаемый Ради Фаридович, здесь ваши сотрудники все правильно делают, а вот здесь они вам не договаривают, а люди так думают. И эта возможность прямого диалога, возможность вне этой властной вертикали донести ту или иную мысль, дать обратную связь того, что происходит, это, наверное, самое ценное, что вообще есть в нашей работе. Если немного оглянуться назад, то с чего вы начинали, да, все-таки СПЧ стала новым институтом в Башкортостане, и какие результаты получены на сегодня, и что удалось сделать, и что не удалось? Но не удалось достичь того, чтобы не было обращений ни в Совет, ни никаких жалоб. Но это и несбыточная история. То есть все равно, пока люди живут, пока существует какая бы власть ни была, какая бы наша жизнь ни была, все равно существуют определенные конфликты интересов, определенные недопонимания, определенные вопросы, и люди всегда будут о чем-то писать, на что-то жаловаться, и кому-то всегда нужна будет помощь. И осознавая это, с другой стороны, я понимаю, что нам удалось создать именно работающую структуру. То есть не только 3 десятка людей неравнодушных, которые дают обратную связь о том, что где-то что-то происходит. Мы смогли наладить именно взаимоотношения, мы смогли наладить работу Совета как института, такого независимого. То есть мы создали правозащитный центр, который совместно с Институтом права БашГУ только за этот год прошло больше 1000 обращений, по которым удалось помочь. И это значительный результат. И это именно уже такая институциональная какая-то структура, которая позволяет работать. То же самое внутри Совета. Комиссии, которые работают в жизненно важных вопросах. То есть по ЖКХ, например, по итогам прошлого сезона, по неправильным начислениям, то есть мы отработали больше 36 миллионов, вернулось людям. И это тоже значимый результат. А при этом нет пожалуй, какой-либо сферы права, в которую бы мы не погружались за эти 2 года. Ну и само собой коронавирусные эти все истории, то есть тоже мимо нас не прошло, и мы активно взаимодействовали и с людьми, и с предпринимательским сообществом, и с представителями власти для того, чтобы помочь всем вместе легче преодолеть эту напасть, которая у нас сейчас происходит. Ну и это наверняка займется этим новый состав, но это мы еще с вами обсудим. По каким критериям можно оценить состояние гражданского общества в Башкортостане? Где мы находимся? У нас очень любят говорить, что у нас как-то довольно жестко с правами человека. Нет, на самом деле я довольно много езжу и по стране и общаюсь с федеральными коллегами, с коллегами из других советов либо аналогичных организаций в других регионах. Я могу сказать, что у
у нас немножко подменяют понятия. У нас там вышел жесткий указ об ограничительных мерах, вот у нас там права человека душат, и у нас, значит, плохо с правами. Но на самом деле та вовлеченность и властей в том числе, создание штабов по быстрому реагированию. Вот я хочу напомнить, что в прошлом году, когда там очень активно, вот только-только вся Россия закрывалась, был создан оперативный штаб по работе с предпринимателями, с помощью, чтобы они не позакрывались, не лишились там заработка. И он работал ситуативно в режиме там не то что ежедневном, а ежечасным, ежеминутным. То есть наши как бы коллеги, там, и я сам тоже принимал в нем участие. Вот эти вот разработка стратегии, как и максимально защитить людей по жизни и здоровью, и в то же время не угробить экономику и дать людям возможность как бы дышать. Вот это та работа, в которой Совет участвует, но и которая в большей степени показывает вот соблюдение прав. То, что можно же было просто, например, сделать локдаун, закрыть, и все. И это было бы тоже правильно в рамках закона, например. Но вот попытка соблюсти интересы всех, попытка их отбалансировать и успешные результаты по итогам этой работы, наверное, это лучший критерий оценки того, где находится республика. А в долгую перспективу какие результаты повлияют, на ваш взгляд? Вот какие основы заложены, то, что уже будет непоколебимо, и то, что не изменится? На самом деле нет ничего непоколебимого, нет ничего неизменчивого, и надо понимать, что надо идти от ситуации. То есть, когда ситуация требует какого-то реагирования, соответственно, надо меняться, надо под нее выстраиваться, надо, если мы говорим, например, о Совете, то там создаются рабочие группы отдельно, то есть не обязательно там новую комиссию создавать, там, разводить. То есть, если еще мы начнем бюрократию разводить, это, наверное, будет уже перебор. Но, тем не менее, я считаю, что наоборот, Совет должен работать как живой организм, который реагирует на те вызовы, которые сегодня, здесь и сейчас. Поэтому говорить о какой-то жесткой структуре, которая меняться не будет, или которую вот мы там хребет какой-то создали, и дальше уже он там уже не будет гнуться, и мы будем куда-то там двигаться. Нет, я наоборот сторонник гибкого реагирования. Вы руководили СПЧ. Последние 2 года для вас что стало самым ярким событием? Я могу сказать так, что я не возьмусь, и коллеги тоже мне этот вопрос часто задают, что было самого яркого за эти 2 года. Да все было ярко. То есть эта работа интересная. Надо же понимать, что мы общественники, мы не получаем за это зарплату, мы там не получаем какие-то материальные блага или там выгоды за реализацию того, что вот мы делаем. Это работа по зову сердца, и пока она интересна, пока огонь в сердце горит, пока хочется действовать и помогать людям, все интересно, все все движется, и мотивация внутренняя находится на работу. Как только интерес пропадет, я считаю, что надо уходить из этой профессии или из этого До конца октября будет сформирован новый состав Совета при главе республики, по правам человека. Почему нужна ротация и кто может заявиться в новый состав? Ротация как минимум нужна, потому, как я уже чуть ранее сказал, чтобы не было выгорания. Далеко не все готовы выдержать этот марафон довольно надолго. Потому что, опять-таки, это занимает достаточно большое время, личное в том числе, а выкраивать его из семейного времени, из рабочего времени, с основного места работы, далеко не все могут. Кто-то по состоянию здоровья не может. То есть, опять-таки, у нас Совет понес потери тоже, как и все наше общество за этот период. Поэтому, да, ротация нужна для того, чтобы освежить, для того, чтобы вдохнуть новый огонь, для того, чтобы мы продолжали также ярко и хорошо работать. Кто может войти, в принципе, да, у нас нет ограничений. Поэтому те люди, кто готов на себя это взвалить, те, кто понимает, что это такое, то есть какой-то уровень ответственности в том числе,
Мы открыты, и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим обновленный состав и также эффективно будем продолжать работать. Пандемия остается в круге вопросов на передовых позициях, да? А что еще? Ну, ЖКХ. То есть это тоже у нас, как похолодало, сразу все вспомнили об услугах ЖКХ. И этот вопрос, который из года в год будет оставаться важным и не потеряет свою актуальность, к сожалению, мне кажется, в ближайшие годы. Маломобильные граждане, создание условий доступной среды. То есть у нас тоже очень далеко мы от идеала еще в этом направлении. Дети-сироты, малообеспеченные люди. Опять-таки у нас довольно много людей в тяжелой жизненной ситуации, кто попал. То есть это все требует участия, это все требует вовлеченности и работы. Поэтому сложно очень выделить какое-то одно большое направление. Вот сюда мы будем прилагать наши усилия, а вот этот пока подождет. Да ничего ждать не может, потому что за каждой историей, какая бы она ни казалась бы на первый взгляд маленькой, стоят живые реальные люди, и им надо помогать, с ними надо работать. Спасибо большое, Владимир. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был председатель СПЧ Владимир Барабаш. И мы обсуждали, что работа общественников – это работа по зову сердца, и до конца октября будет объявлен новый состав СПЧ. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.